Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире специальный выпуск программы «Юхуяну». Уже завтра вечером на Сухумском городском стадионе «Динамо» состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу в Абхазии под эгидой КАНИФА. Это событие по праву было одним из самых ожидаемых в этом году. И в этом выпуске я, Арифа Кабба, собрала для вас все самое интересное, что нашла по этому поводу в различных социальных сетях, на официальном сайте КАНИФА и некоторых других страницах глобальной сети. Итак, начинаем. Прежде всего, хотелось бы рассказать, что такое КАНИФА и в чем ее особенность. Хотя вряд ли остались еще люди, не владеющие этой информацией. И все же КАНИФА – это Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, или, говоря по-другому, в Абхазии завтра начинается чемпионат мира по футболу между футбольными федерациями, не входящими в ФИФА. Настоящий спорт не имеет границ и национальности. Видимо, именно это и является основным девизом КАНИФА. Их официальный слоган звучит как «Freedom to play football» – свобода играть в футбол. И действительно, каждый, вне зависимости от национальности и страны проживания, имеет право играть в футбол. С этим невозможно не согласиться. На чемпионат мира по футболу в Абхазии съезжаются 11 стран с разных концов мира. Среди них острова Чагас, Пенджаб, Северный Кипр, Сикейский край, Курдистан, корейцы в Японии, сборная цыган, Греция, Лапландия, Западная Армения и Сомалиленд. Помимо спортсменов, в Абхазии на время чемпионата ожидается настоящий наплыв иностранных журналистов. Уже сейчас аккредитованы многие российские, американские, британские, новозеландские журналисты. Словом, интерес к событию огромный. Чемпионат мира по футболу под эгидой КАНИФА, который будет проходить в Абхазии с 28 мая по 6 июня, это беспрецедентная возможность для нас рассказать миру о себе. Специально для чемпионата создан хэштег «Абхазия-2016», который можно использовать абсолютно всем. Возможно, вы уже купили билеты на некоторые матчи и будете наблюдать за игрой футболистов с трибун, или вам, предположим, удастся сделать селфи с футболистом какой-либо команды. Что бы то ни было, выкладывая свое фото в интернет, обязательно ставьте этот хэштег. Чем больше будет таких публикаций и фотографий, тем больше внимания будет к тому, что у нас происходит. Давайте вместе расскажем миру об Абхазии. Кстати говоря, существует специальный сайт с таким же названием. Тут вы можете найти всю информацию о чемпионате, узнать о том, что за команды в нем участвуют, из каких географических точек мира они прибывают в Абхазию и много другой полезной и интересной информации. Интересуясь гостями чемпионата, не забудьте болеть за нашу национальную сборную по футболу, которая по имеющейся информации активно готовится к чемпионату. Что ж, желаем им удачи! Промо-ролики чемпионата, один за другим появляющиеся в интернете, не смотрят миллионы, но это пока. Зато уже смотрят десятки тысяч человек, делятся ими с друзьями, а те делятся со своими. Так постепенно они наберут и миллионные просмотры. В этих роликах собрано все лучшее: красота природы и людей Абхазии, талантливые футболисты и наша любовь к этому виду спорта, наши песни, наши танцы и наше сильное желание принять на своей земле гостей, которые наверняка станут добрыми друзьями. Slowly drifting to you. Stars and planets are calling me. The billions away from you. I'm on my way. I'm on. I'm on.
Главное фото этой недели – это, безусловно, логотип чемпионата. Он то и дело мелькает в социальных сетях, присутствует во всех промо-роликах, а также используется на сайте Канифа и сайтах других футбольных федераций. А еще нам очень понравилась вот эта картинка на сайте Канифа, тоже очень популярная на просторах сети. На ней, пожалуй, одно из самых известных центральных мест в Сухуми – колоннада на набережной. Радует, помимо прочего, и надпись на фото «The world is coming to Abkhazia» – «Весь мир едет в Абхазию». Добро пожаловать! Одна из самых обсуждаемых тем накануне чемпионата. Что будет с погодой? Будет ли, о ужас, дождь в день открытия чемпионата? Эту тему очень часто обсуждают в социальных сетях, особенно преуспели фейсбуковцы. И прогнозы, надо сказать, неутешительные. Любые приложения по погоде беспощадно дают нам неоптимистический прогноз на выходные. Говорят, и в субботу, и в воскресенье стоит ждать дождя. Но все же мы не отчаиваемся и шутим по этому поводу. Одни пользователи интернета говорят, что верить синоптикам себя не уважать, а другие, что даже дождь не способен испортить настроение у тех, кто любит футбол и ждет начала чемпионата. Для тех, кто настроен оптимистично, кусочек из одного из промо-роликов чемпионата. Смотрите. Завтра вечером ровно в 21:00 на Сухумском стадионе «Динамо» начнется торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2016 в Абхазии под эгидой Канифа. Все билеты раскуплены, стадион будет полон до отказа. Пожалуй, равнозначный интерес вызывает только финальная игра и церемония закрытия чемпионата. Что же ждет зрителей на трибунах? Этим вопросом сейчас задаются многие. Кто будет выступать на церемонии? Будет ли у чемпионата свой гимн? И кто его исполнит? Вопросов множество. Ответы на них первыми узнают зрители на трибунах стадиона и те, кто завтра вечером включат абхазское телевидение и увидят все происходящее в центре Сухума в прямом эфире. Ну а сейчас у нас в студии находится человек, на котором лежит главная ответственность за то, что будет происходить во время церемонии открытия. Это режиссер церемонии Тимур Криквискири. Привет, Тимур. Привет, Арифа. Осталось очень мало времени до начала церемонии открытия чемпионата. Что на данный момент уже готово? Насколько вы готовы, как ты считаешь? Все сделано уже для того, чтобы завтра церемония открытия состоялась. Вот насколько это будет красочно, насколько это будет хорошо, уже оценивают, конечно, тем людям, которые придут на стадион, то есть зрителям и телезрителям. Хотелось бы услышать какие-то имена тех людей, которые помогают тебе, которые всегда рядом с тобой, чтобы просто люди были уверены в том, что завтра все будет хорошо. Ну, прежде всего, хотел бы отметить человека, который рядом со мной, это Вианор Бебия, давний друг, брат, товарищ, не знаю, нужно много эпитетов подобрать, без которого бы, в принципе, наверное, и не состоялось бы. Это все я имею в виду в моем исполнении, как бы. Вот, поэтому благодарю его, естественно. И хотел поблагодарить художника-постановщика Виталика Казба, это Абхазский драматический театр, за то, что, в принципе, визуализировал все режиссерские замыслы, которые были. И Стелла Ампар, которая занималась именно разработкой костюмов, она художник по костюмам. Анри Гумба, Тимур Агарба, которые занимались написанием композиций для, то есть музыкальным оформлением, в принципе, церемонии открытия. Вот, и это люди, с которыми, в принципе, организовывалось вот это вот выступление. Ну, естественно, команда «Нарты» из Абхазии, которые стоят, помогают в организационных вопросах. И хотелось бы поблагодарить всех ребят, которые участвуют в постановке «Нарты», которые отозвались и
выступают, танцуют при любых погодных условиях. Государственный ансамбль «Шаратын», госансамбль песни и танца, ребята из Гагры, там Афартын и Нарт, и Культпросвет училищем благодарю в лице Циры Михайловны. Если говорить об официальных лицах, которые поддержали, это, естественно, президент Республики Абхазия Рауль Джункович Хаджимба, министр культуры Эльвира Арсалия и президент Федерации футбола Руслан Аджинджалот. Им огромное спасибо за то, что во всех вопросах помогали. Понятно, что ты не будешь раскрывать всех интриг, но все-таки, я думаю, что и телезрителям интересно, и тем, кто уже купил билеты и ждет этой церемонии, несколько секретов открой нам, что же нового, может быть, интересного нас ждет. Ну, вряд ли что-то новое, но как бы, может быть, по-новому, я попытался, по крайней мере, мне так кажется, по-новому преподнести то, что у нас было, потому что никого из приглашенных звезд из российской эстрады, никого нет. Я Сашу Шова я уже не считаю российской эстрадой, так как он уже вполне адаптированный, уже и натурализовался, да, тут в Абхазии, поэтому уже наш. А так все, что у нас было до этого, но по-другому, как бы под другим соусом, так скажем, преподнесено. Насколько будет хорошо, судить, наверное, вам. Говорят, большое значение в церемонии открытия будет иметь наш фольклор. Это так? И да. Очень интересно, как вы это преподнесете. Безусловно, фольклор, этнос – это то, на чем держится. И, наверное, если, учитывая, что это будет в интернете еще, трансляции прямые, то, конечно, хотелось показать нашу культуру. А наша культура как раз и строится на фольклоре, этносе, театр, то есть какие-то легенды, мифы. То есть, в принципе, за основу была взята был взят нартовский эпос, вот, от которого я, в принципе, и оттолкнулся после того, как пообщался, проконсультировался с Баталом Джоповым. Очень интересно, все мы будем там присутствовать и ждать этого момента. А вот другой вопрос, который очень интересует людей, и в интернете это обсуждают. В случае, если будет дождь, насколько это помешает церемонии? Конечно, этого никому не хочется, но все-таки. Ну, на самом деле, если даже будет дождь, это, естественно, повлияет на церемонию открытия, но как это повлияет, то есть либо в плюс, либо в минус. С одной стороны, дождь – это отличный антураж для света, да, и для некоторых постановочных номеров. А с другой стороны, если будет, конечно, проливной дождь, то да, тяжело будет танцевать, выступать именно танцорам, потому что эстрадным исполнителям будет легче, над ними сделана крыша, да, естественно. Вот, а вот танцорам не позавидуешь. Будем очень все надеяться, что я даже буду молиться, я думаю. И мы вместе с вами. Личное ощущение, каково это готовить церемонию открытия чемпионата мира по футболу? Если честно, Арифа, на самом деле у меня нет сейчас пока никаких ощущений, чтобы ощущения будут после того, как сядешь, осознаешь это все, и тогда вот какие-то ощущения. Сейчас только вот работа и пытаешься додумать какие-то детали, которые можно еще исправить, или там не то чтобы исправить, а наоборот добавить. Вот поэтому об ощущениях, наверное, поговорим после того, как это все пройдет, и когда я уже пойму, что же я сейчас испытываю уже. А сейчас им нет места просто в голове, если честно. Сейчас в голове совсем другое, как бы все сделать до конца, отточить, до конца додумать, хотя там осталось буквально ничего совсем. Но тем не менее, перед все равно церемонией открытия в этот же день все равно будет у нас прогон до этого, а потом уже непосредственно сама церемония открытия. Надеемся, что все будет хорошо и все пройдет так, как должно было пройти. И мы тоже надеемся и верим, и желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо тебе, Арифа. Итак, обратный отсчет пошел. До открытия главного спортивного события года осталось меньше суток. Дорогие друзья, хочу еще раз напомнить вам, всем, кто собирается ходить, смотреть церемонию и игры, кто вообще рад за все происходящее и хочет помочь чемпионату мира хоть как-то. Будьте активны, делайте побольше красивых фото, выкладывайте их в сеть, ставьте хэштег, о котором мы уже говорили, вот он на ваших экранах. Давайте воспользуемся возможностью, которая у нас сейчас есть, и расскажем об Абхазии всему миру. А на этом у меня все. Увидимся на футболе. До свидания.